Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы с вами поговорим о спектакле «Как лечить львиный страх» из репертуара Государственного театра кукол города Алматы. Впервые на сцене театра спектакль был поставлен в 2012 году, и вот уже почти 10 лет радует казахско- и русскоязычных детей. Путешествовать всегда весело. Да, иногда очень смешно. Да. А иногда очень страшно. Да. А иногда и смешно, и страшно. Спектакль был поставлен болгарским режиссером Кристиной Андреевой и написан болгарским автором Майей Долгачевой. Композитором всех песен и музыкальных сопровождений является Пенчо Манчев. Весь художественный состав спектакля состоит из талантов Республики Болгария. Даже куклы и вся бутафория этого спектакля были специально сделаны и привезены из Болгарии. Куклы в театре делятся на разные виды. Марионетки, планшетные, перчаточные, тростевые, ростовые и пальчиковые. В спектакле «Как лечить львиный страх» используются планшетные виды кукол. Планшетными куклами работают на какой-либо поверхности. Еще одна изюминка этой постановки – по сюжетной линии задействованы 15 кукольных персонажей. Один из них – царь всех зверей – лев, другой – лесной вестник-попугай, дальше – носорог, слон, бегемот, лягушки, а также веселые обитатели африканского племени и обезьяны. 15 этих кукол играют всего 4 актера. Артисты не только играют, но и вживаются в роль, благодаря чему могут совмещать все роли льва, попугая и жителей племени одновременно. По мотивам пьесы путешественники приезжают в одно племя, живущее в джунглях Африки. Помните, то африканское племя. Которое в джунглях живет. Да. Обезьяны. Золотые тюры, попугаи, апельсины, тарабуки до зари, попугаи, апельсины, папки, жигули. Царь всех царей лев заболел при смешных обстоятельствах. Ох, ох, ох. Ох, ох, ох. Третий день болею я от страха. Я не ел, я не спал, мне ужасно стыдно. Попугай сообщил всем, что лев заболел. Причина болезни – страх. Слушайте, слушайте. Что случилось? Ужас. Вот так случается, когда нет управляющего. А? Как нет управляющего? А где лев? Да. Где лев? Лев заболел от страха. Зарежий, обомлевший, ну совсем пожертевший. Ай-яй-яй-яй. Что же нам делать? Африка вверх тормашками. Почему бы не представить себя царем? А почему бы не выбрать другого царя? Ну, например, я бы неплохо смотрелся в короне. А я предлагаю жирафа. Он такой высокий, что будет видеть аж до туда. Я предлагаю крокодила. Он будет и сушу охранять, и воду, и зубы не страшные. А меня никто не предлагает. Никто не должен дремать. Надо решение принимать. Как льва на ноги поднять и заставить джунглями управлять. Или царем кому-нибудь другому стать. И все же, в конце концов, все признают, что без настоящего царя льва в джунглях стоит хаос и беспорядок.
решено лечить львиный страх? Как же лечится такой большой страх? Альва, что готов любого разорвать. Кому удалось испугать, а? Да, действительно. А кому удалось испугать, а? Ага. Куда ни возьми. Полетела прямо вниз. Ай! Эй, вы куда? Я же просто рассказываю. Спектакль веселый, яркий и заводной. Действие происходит не только на сцене, но и в зрительном зале. Спектакль построен в ритме веселой мелодии, проходит в зеленом лесу и при ярком летнем солнце. Излечить страх льва помогут и маленькие зрители в зале, потому что режиссер поставил спектакль не только на сцене, но и в зале, чтобы дети могли быть помощниками артистов и участвовать в спектакле. Вы нам поможете? Тогда все вместе встали и повторяем за нами. Начали! Чешут свои подмышки, вот так, вот так, вот так. Чешут свои подмышки, вот так, вот так, вот так. Чешут свои подмышки. Еще одним удивительным проявлением этой постановки является сценическая декорация. А вы знаете, что такое декорация? Декорация – это устанавливаемое на сцене живописное или архитектурное изображение места и обстановки театрального действия. В спектакле рассказ идет от имени путешественников. Лев успокоился, а потом пустился в пляс, львиной гривою потряс. И так разыгрался от смеха. Что смех прогнал весь страх? Лев выздоровел и вот так вот запел. Вот так! А ну-ка поем все вместе дружно. Поехали! Хе-хей! Фу-фу! Ха-ха! Они приезжают в лес на поезде, и тот же поезд превращается в лес, в цирк и в хижину короля всех зверей. Все это мастерство, рожденное воображением художника. Мы показывали вам отрывки из спектакля. И точно так же, если вы читали разные сказки, можете нарисовать любого персонажа. И не забывайте приходить в театр кукол. А теперь традиционных 3 вопроса. Первый вопрос. В каком году был поставлен спектакль «Как лечить львиный страх» на сцене театра кукол? Второе. Кто режиссер спектакля «Как лечить львиный страх»? И третий вопрос. Какие виды кукол используются в спектакле «Как лечить львиный страх»?